Аса құрметті біздің қонақтарымыз, аса құрметті зиялы қауым, студенттер, Евразия ұлттық университетіне қош келдіңіздер. Уважаемые наши гости, вчера на филологическом факультете Евразийского национального университета было торжественное открытие церемонии недели китайского языка и культуры. Мы планировали это масштабное мероприятие для того, чтобы еще раз подтвердить и осуществить наши цели и задачи, которые связаны с подготовкой высококвалифицированных специалистов в области китайского языка. И для нас было очень важно наладить наше тесное сотрудничество между преподавателями и нашими стратегическими партнерами. И нашим самым главным стратегическим партнером являются те крупные компании, которые находятся в городе Астана. И прежде всего, конечно, посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан. Дипломатическим отношениям между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой исполнилось 26 лет. Вчера была еще одна очень важная дата. Ровно 3 года назад, 23 ноября, господин Ян Ханхуэй приступил к своей работе в качестве посла Китайской Народной Республики. Я предлагаю каждый его вот эту дату отмечать здесь. Да? Я бы хотела слово для приветствия представить ректору Евразийского национального университета, академику Садыку Ерламбаташу. Господин посол, позвольте поблагодарить и поприветствовать вас в стенах нашего университета. Мы уже привыкли, вы наш частый гость, несмотря на короткое время вашей дипломатической деятельности в Казахстане. Надеюсь, это ваше посещение и участие в наших мероприятиях всегда окажет пользу и даст динамику наших взаимоотношений как нашего университета, так и двух стран. И как доказательство этому организованный нашим университетом, начатый буквально вчера, декада Дней культуры и языка китайской культуры в Евразийском национальном университете. Это традиционно у нас, так как у нас имеется и кафедра, и институт Конфуций, и китайский язык преподается у нас очень на высоком уровне, и интерес китайской культуре, языку среди казахстанских граждан и молодежи особенно очень большой. Это отмечается. Это прежде всего к этому подталкивает активный, сильный рост экономики Китая и возрастающий авторитет Китая во всем мире. Все. И перспектива развития, правильность выбранной Компартии Китая курса, открытые, понятные перспективы развития китайской экономики, политики, все это привлекает молодежь к изучению культуры и языка данной страны. Мы гордимся тем, что тысячелетиями живем дружно, бок о бок с Китаем, Казахстан. И это соседство, добрососедство будет продолжаться вечно. Для этого мы с вами, молодежь, все это должны каждый раз подкреплять и закреплять все наши взаимоотношения. Я еще поздравляю тем, что в этот год 25-летие установления дипотношений Китайской Народной Республики, один из первых, который признал независимость нашего Казахстана, это наш великий сосед, Китайская Народная Республика. И также хотелось бы сказать, что помимо института Конфуция, помимо этого кафедры китайского языка, у нас тесные взаимоотношения многими китайскими университетами по части развития науки.
есть совместные исследования, есть обмен студентами, докторантами, есть в плане создания современных лабораторий, научных центров. Буквально недавно переведена моя книга «Шакарим» на китайский язык, вот, за что я благодарен. Теперь они ждут презентацию этой книги. Без автора не хотят, то меня хотят видеть. Я обязательно поеду где-то в март, да, определили, где-то поехать в Пекине или где-нибудь в Сияне. Мы презентуем мою книгу «Шакарим», которая издана в свое время в Москве по серии ЖЗЛ, сейчас издали на китайском языке. Это только ласточка, это только начало. Мы будем издавать и много-много книг, перевести на китайский язык и будем с удовольствием презентовать. Вот. Я господина посла приглашаю также 22 или он меня приглашает, я не знаю, 22 декабря на юбилей Института Конфуции. Так что, случаем я хотел бы вручить вам благодарственный адрес нашего университета за поддержку наших университета. Спасибо. Разрешите теперь предоставить слово чрезвычайному полномочному послу Китайской Народной Республики Казахстан господину Чжан Ханхуэй. Уважаемый ректор, уважаемые преподаватели, дорогие студенты, дорогие друзья. Ну вот, сегодня, вчера я был здесь, сегодня сразу же приехал. Нам очень трудно расстаться. Неделю теперь будет. Неделю языка. Вчера мы присутствовали на церемонии открытия недели китайской культуры. Я своими глазами, своей душой я почувствовал, значит, такую активность изучения китайской культуры. И, конечно, я глубоко тронут, как и обещал, что я буду сделать маленький сувенир. Это, значит, ноутбук китайского производства. Теперь вот ноутбук китайского производства очень качественный, очень хороший. Lenovo. Lenovo это известная марка. Lenovo, они выкупили компанию по производству компьютеров, именно вот, компьютерная часть, IBM, американская IBM, совместила. Ноутбук, вот это компьютер, китайское производство занимает больше 85% от всего мира. Если вы посещаете Суджоу, там есть технопарк, в этом технопарке, значит, производят 95% клавиатуры. То есть в Китае есть, мы изучаем китайскую культуру. Сейчас вот эта жизнь, производство, экономика, но это все полностью это составляющие части китайской культуры. То есть когда мы изучаем Китай, изучаем китайскую культуру, нам надо следить за ситуацией в Китае, за ходом экономического развития, социального развития. Это очень хорошо. С нашей стороны, после вчерашнего посещения вашего университета, я сам заметил наши недоработки. И поэтому мы решили, значит, побольше сделать и все-таки побольше помогать, значит, не только Институту Конфуция, но и нашему университету. Во-первых, налаживать естественные контакты с китайскими партнерами. Здесь, конечно, мы организуем, значит, подготовки, обучение, это хорошо. Я думаю, что лучше, значит, путем обмена студентами или группами студентов. Да, это будет очень хорошо. Это будет очень хорошо.
Если на государственном уровне очень трудно урегулировать, то есть гарантировать квоту, то мы поработаем с местными властями. Да, я думаю, что так будет хорошо, так будет хорошо. Да. Я имел уже контакты с некоторыми ректорами университетов Китая. Они выразили такое желание, значит, сотрудничать с казахстанской стороной. У вас есть специальность финансовая? Да? Экономика, финансы. Экономика финансов. Экономика финансов. Вот. Во время саммита G20 провинция Джэцзян, город Ханчжоу, на этом саммите присутствовал уважаемый президент Нурсултан Абишевич. Я его сопровождал, и как раз во время этого визита его я имел встречу с проректором Джэцзянского университета, Джэцзянского финансового университета. Финансовый университет. Они говорят, что там обучается очень много казахстанских студентов. Они обучаются, но за свой счет. Потом они обещали. То есть казахстанские студенты, когда они поступают в аспирантуру, все деньги затраченные возвратят. Я говорю, это хорошо. Значит, мы будем налаживать контакты. И они выразили желание, значит, тоже открыть филиал или там на основе сотрудничества, значит, создать такой вот институт, финансовый институт, именно на территории Казахстана. Я думаю, что для будущего развития этого государства специалисты финансов и экономики это очень важно. Конечно, мы изучаем теорию, значит, экономики и финансов и западных, и восточных. Но самое главное, мы следим за ситуацией развития экономики. Я сегодня отметил, что вообще, значит, западная теория экономики и финансов сейчас ошибочно. И с такой теорией, когда, значит, они делают модель экономического развития, обязательно развалит эту страну. Это точно. Это хорошее оружие для, значит, для уничтожения. Да. Без войны, без оружия. Без войны. Но все-таки нам надо узнать, самое главное, значит, хорошо знать и свою страну, и хорошо знать конъюнктуру экономического развития в мировом масштабе, и хорошо знать и международную практику, и все. Я думаю, что это в сочетании, это будет своя казахстанская теория, будет именно вот такие специалисты, такая наука будет рождаться на территории вашего университета. И в этом отношении, конечно, и по другим направлениям, значит, университета мы будем вместе работать. Во время летних или зимних каникул как раз, значит, мы можем воспользовать это время для проведения совместных мероприятий, чтобы организовать наших студентов, куда поехать в Китай, посмотреть. Самое главное, самое важное — это посмотреть. Да, там дальше. 100 раз услышать, это лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. И, конечно, со стороны нашего посольства мы сейчас поработаем, чтобы собрать, значит, хоть библиотеку, маленькую библиотеку для этого уголка китайской культуры в вашем университете. Хотел бы выразить глубокую признательность вам, всем преподавателям вашего университета за вашу помощь, за ваше содействие в работе, в деятельности Института Конфуция в вашем университете.
конечно, это уголок, это и окошко. Это и окошко, через которую можно глубже, значит, ознакомиться с древним нынешним Китаем. И форточку превратит в окно, а потом в дверь. К этому мы уже договорились насчет сооружения, значит, лингофонной, значит, финансовая модель Китая, как сказал господин посол, это должно быть определенное время образцом для мировой экономики, мировой финансовой системы. К этому надо готовить уже сейчас. Китайские специалисты сейчас уже интегрированы давно в мировую финансовую систему, мировую экономику, они законодатели моды в этом плане. Поэтому надо воспользоваться этим, подумать хорошенько в ближайшее время, съездить надо, посмотреть там. И второе, мы так хотим, чтобы не только был обмен, но мы готовы тоже обучать китайских студентов, здесь принимать. Вот как вы знаете, у нас проблем с английским языком нету. Если китайские студенты владеют хотя бы английским языком, мы любую специальность принимаем на любую специальность и обучаем их на английском, на русском, где-то на китайском языке. Язык не важен, там английский язык зачем же, там, если они приезжают, то пусть они изучают казахский. Если они хотят изучать английский, пусть Великобритания идет. Тогда мы год их обучаем на казахский язык, потом уже дальше обучать. У нас есть даже сейчас мысли открыть и иметь представительство в Китае, нашего университета, для того, чтобы вот те наши разговоры, те наши идеи, чтобы там на месте продвигал. Ездил, договаривался, ходил, студентов там к нам отправлял, наших студентов где-то обещал. Вот такая идея. Мы нигде особо своих представительств не имеем, но со следующего года в 2-3 государствах мы хотим иметь свое представительство. Почему? Потому что желающие со стороны китайских молодежи обучаться в Китае, в Казахстане, изучать в Казахстане его язык очень много. И их надо сюда тоже. Наши, конечно, ездят в Китай, много их наших, но и китайцы еще тоже студенты здесь учатся. Условия создаем. Когда с вашей стороны нужно организовать, например, командировку ваших преподавателей, ваших специалистов в Китай, то с моей стороны я гарантирую вовремя отправлять визу. Во-первых. Во-вторых, когда значит, не успеете оформлять приглашение, даже без приглашения, только, значит, послание от вашего университета ко мне, и все, мы тоже сделаем. Все вопросы. Сразу на следующую встречу оставим тоже кое-что. Вчера по вашему поручению наградили нашего гостя нашей самой высокой медалью имени Льва Николаевича Гнедова, нашей брендовой высокой награде нашего университета. И, может быть, мы еще раз поздравим нашего господина посла. Спасибо. Мы еще договорились о том, что с одним из университетов мы подписываем договор о двойном дипломе. Сегодня наших студентов директор отеля «Пекин Палас» пригласил на пекинскую утку, 30 человек, и всю кафедру. Да. Мы договорились с одной из компаний о том, что они тоже в качестве спонсора будут нам активно помогать для подготовки наших специалистов. И у нас в Сианском университете иностранных языков работает наш преподаватель казахского языка, это тоже в рамках нашей договоренности. И, возможно, там можно будет открыть это представительство как раз Казахстана на базе. И мы договорились о том, что во 2-м семестре к нам приезжает профессор из Китая, и он бесплатно нам будет целый семестр, один курс читать. И это тоже вот результат вчерашнего итога. За один только приезд, что мы Ой, спасибо. Вот мы.
Китайское производство это сейчас высшее Это качество. персональный. Это ваш персональный, да? Так что Китай поможет. Может, Так, только Спасибо. мы Вы еще в этом году ездили в Китай? в этом году нет. Нету, да? Следующий год, если пригласите, поедем. Обязательно, обязательно. Вот как раз книгу надо презентовать. Еще фотографии нам точно это. Ну, там в Сиань ездили, да? Чай не было. Все, даем туда? Дарья Кош. Максим, чуть-чуть, пожалуйста. Ага.